Добрый день, жюри, участники конференции. Меня зовут Петров Тамерлан. Я ученик 6 А класса Вилюйской средней общеобразовательной школы номер 2 имени Геннадия Семеновича Донского. Тема моего доклада – пожарные города Вилюйска во время Великой Отечественной войны. Актуальность данной темы – сохранение преемственности поколений и формирование патриотизма. Именно без знаний прошлого, без уважения к собственной истории, к традициям старшего поколения невозможно воспитать глубокие чувства любви к своей родине. Гипотеза исследования основывается на том, что в современном обществе доминируют материальные ценности, в свою очередь это может привести к падению духовно-нравственных ценностей, к деградации общества. Поэтому я считаю необходимо среди молодежи пропагандировать уважение к профессии и своей стороны к делам и традициям старшего поколения, формировать чувство долга и ответственности. Проблема – расширить и углубить знания о роли тружеников тыла, а именно на примере пожарной команды города Вилюйска в ходе Великой Отечественной войны. Цель работы – изучить быт и подвиг пожарных города Вилюйска во время Великой Отечественной войны, показать роль значения их труда в годы войны. Задача – рассмотреть способы организации и стимулирования труда работников пожарной охраны, исследовать положение и жизнь в тылу пожарных Якутии, показать роль земляков в годы Великой Отечественной войны. С целью патриотического воспитания определить значение данной исследовательской работы для молодежи. На всей территории Якутии к 1900 году только в Якутске имелась профессиональная охрана. В городах Алёкминске, Вилюйске были созданы добровольные пожарные дружины с конно-бочными ходами. Истоки создания пожарной охраны города Вилюйск начинаются с 16 марта 1914 года, когда якутский губернатор утвердил устав Вилюйского добровольного пожарного общества. В 1927 году по инициативе жителя города, председателя Совета народных депутатов казака Петра Ивановича Бубякина была создана городская пожарная команда. Команду содержали на добровольные путешествия населения города Вилюйск. Пресс второй гильдии Николай Алексеевич Расторгуев дал для ГПК свою теплую конюшню, где размещался конно-бочечный ход и караульное помещение. Во дворе построили деревянную вышку высотой 25 метров, и там посменно стояли дежурные караулы. Ушедших в армию мужчин призывного возраста заменили подростки, старики и женщины. На их должности стали набирать девушек. Всего в годы войны бойцами и телефонистами проработало более 42 женщин и девушек. Тяжело было работать, в те годы требовался постоянный ход. Ходы должны были быть в постоянной боевой готовности. Это Дмитриева Евгения Тихоновна, боец пожарной команды. В феврале 1943 года 17-летняя Женя была принята бойцом в пожарную команду города Вилюйска. С ее слов, в то время в пожарной команде работали в основном женщины. Начальником в то время работал Трясунов Никифор Петрович, а командирами были Михайлов Гаврил и Григорьев Марк. Секретарем тогда работала Малышева Дарья Ильинична. Во время Великой Отечественной войны пожарная команда города Вилюйска работала в 2 смены, в состав смены командир и 2 бойца. После дежурства проводились политзанятия, военные учения, никто на работу не опаздывал. Говорили, что за 5 минут опоздания можно было схлопотать 5 лет тюрьмы. Пожарно-техническое вооружение. Телега, сань, небольшая железная бочка, наполненная водой, ручной насос, рукав, 5 лошадей. Помимо основной работы, летом на островах реки Вилюй готовили сено для лошадей, а зимой в лесах левого притока Вилюя реки Тюнг ходили за сухими дровами, запрягая лошадь. В 1946 году Евгения Тихоновна была награждена медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, за всевозможную помощь армии своим трудом на рабочем месте. Позже она работала кассиром до выхода на пенсию, потом работала в Вилюйском педагогическом училище. Евгения Тихоновна с приемным сыном Сашей, муж Анисимов Федор Митрофанович, работал в милиции. В прошлом году, 10 апреля, отметила 95-летний юбилей. Герои – это те, на кого легло бремя тяжелейшего труда. Кто приближал победу не с оружием в руках, а взвалил на свои плечи все материальные обеспечения страны. Эти люди и после победы вынесли на себе страну из послевоенной разрухи. Ветераны Трудового фронта в условиях постоянного недоедания, недосыпания, несмотря ни на что, делали все возможное.
В целом, в годы войны рабочий класс, колхозное крестьянство и интеллигенция Якутии проявили массовый героизм на трудовом фронте. Они внесли свой вклад в дело победы над фашистской Германией. Спасибо за внимание.